Всем мои добрые пожелания, кто смотрит это видео. Тема наша «Зачем нужен сайт?». Пишется видео для тех, кто, возможно, еще не разобрался в необходимости этого явления. Ну, вообще-то, я думаю, каждый понимает о том, что интернет – это та система, которая вообще не обходится без сайтов. Куда мы бы ни вошли, суть интернета – это количество сайтов. Конечно же, сайт он нужен, потому что без сайтов мы сегодня просто себе жизни не представляем на самом деле, потому что огромное количество информации, обилие информации – это интернет. Суть интернета – это сайты. Ну так вот, давайте посмотрим все же, а нужен ли нам свой собственный сайт, зачем он и как он может пригодиться. Ну, в Яндексе, допустим, мы можем забить тему «Зачем нужен сайт?», и тут вы найдете количество ответов на этот вопрос на разных сайтах. Ну, допустим, мы если зайдем на первый попавшийся нам вариант ответа, да, вот смотрите, зачем нужен сайт? Ну, конечно, тут автор сразу ставит вопрос, для кого этот сайт будет интересен, то есть аудитория, да, и что на нем может увидеть посетитель, то есть какие задачи будет решать ваш сайт. Конечно, сайты бывают, они разнообразные, ну, допустим, тут интересно можно будет почитать. Если у вас есть свой бизнес, конечно, бизнес без сайта – это уже теперь нонсенс. Любой бизнес, он не обойдется без сайта, это теперь уже невозможно. Другой вопрос, что нужен ли он профессионалам или тем, кто работает в какой-то области, предположим, да, и строит себе карьеру, допустим, или уже построил себе карьеру, и тем не менее он еще не имеет сайта. Многие очень хорошие специалисты пока еще не создали свои интернет-ресурсы. И тем не менее, если какая-то творческая профессия, не только творческая профессия, вообще любая профессия, любой человек может себе позволить иметь свой сайт. Для чего? Для того, чтобы распространять свои знания, свои услуги, поделиться чем-то полезным с людьми, допустим, да. И любая профессия может себе это позволить. Ну да, тут автор говорит о том, что можно поделиться ценной информацией с людьми, и люди могут вам за это оплатить. То есть, иначе говоря, можно заработать на своей профессии. Конечно, сайт в этом очень даже поможет. Но для того, чтобы раскрутить свой имидж, неважно, писатель вы, продавец, бизнесмен, вообще не имеет значения, какой вы специальности, но если вы хотите поднять свой имидж в любой области, то, конечно, без сайта не обойтись. Социальные сети это те же сайты, то же самое, да, но только более раскрученные. Социальные сети вы знаете, допустим, да, это ВКонтакте, давайте мы сейчас их забьем, чтобы нам как-то предметно говорить об этом явлении, да, вот ВКонтакте, допустим, зашли, это социальные сети, и вы здесь можете открыть свои странички и распространять информацию о себе. Вот Facebook, допустим, да, тоже можете открыть страничку и начать о себе говорить. Вот, допустим, еще, давайте посмотрим, Одноклассники, тоже можете открыть себе страничкой и начать о себе говорить, распространять идеи свои и делиться информацией. Ну вот, социальные сети. Сайты знакомств – это разновидность информации. Я сейчас не буду показывать конкретно, идти, просто забивайте в Яндексе тему сайта знакомств, и вам обязательно это все выскочит. Развлекательные сайты, игровые сайты, да, совершенно верно. Можно ведь, ну, человек все равно существо отдыхающее или играющее, скажем так, да, и, конечно, без них просто не обойтись. В интернете огромное количество развлекательных сайтов. Огромное просто. Личные странички. Это уже когда вы делитесь своей информацией, да, о себе, ну, неважно, кто вы, по какой работаете профессии, допустим, да, какова ваша специальность, вы просто делитесь своими какими-то наработками, ну, рассказывайте о себе. Если вы стихи пишете, допустим, я тоже иногда бывает, что пишу стихи, то можете открыть себе свой собственный блог, допустим, как это я сделал. Но у меня пока блог он такой, знаете, как у сапожника без сапог, что называется. Сайт там такой рабочий, сделал это его и сделал, но, в общем, доводить надо до ума, короче говоря. Так, ну вот. Можете, конечно, стихи свои на любом языке, ну понятно, что любой язык может себе позволить
присутствовать в интернете. Сайты хобби. Так, ну и вот. Я хочу, конечно, обратить внимание. Вы можете, скажем, зачем нужен сайт или как заработать на своем сайте. Это самая такая трепещущая интересная тема, как заработать на своем сайте без вложений, даже, допустим, дать ему. И у вас опять-таки появится куча ответов на этот вопрос. Зачем же я пишу видео и к чему? Дело в том, что я хочу вам предложить свои услуги по созданию сайтов. Ну, допустим, я сейчас опять вернусь к своему блогу невзрачному. Допустим, я хочу сказать, что могу создать сайты, блоги. Есть небольшая разница между сайтами и блогами. Блог – это некий дневник в интернете. Ну, допустим, давайте я сейчас покажу, что в реальности у меня есть. То есть, какие сайты я создавал. Ну, предположим, такой простенький сайт, относительно такой несложный сайт театра Читтаган. И здесь можно увидеть информацию о театре, его постановках и так далее, и так далее. Есть другой сайт, который посвящен культуре, точно так же республиканском. Это Дом культуры имени Кадышева. Тоже свой сайт есть, своя система. Тоже он довольно-таки несложный сайт, простенький, блогового типа. Есть сайты, которые я делал для фирмы, для предпринимателей, но с элементами интернет-магазина. Ну, допустим, ООО «Огнеборец». И тут есть страничка магазина. В общем, тоже можно, если кому-то интересно, можно вообще создавать отдельный интернет-магазин. В смысле, я смогу это сделать, могу помочь в создании такого вот варианта сайта. Могу сделать сайт чисто на национальном языке, неважно на каком, по сути. Ну, допустим, я сделал на хакасском языке такой не блоговый сайт, но вот, в общем, учебный сайт. Тут есть видеоуроки, курсы видеоуроков. Все на хакасском языке, даже менюшка сделана на хакасском языке. Весь сайт переведен на национальный язык. И сайт поставлен и связан с социальными сетями, ВКонтакте в данном случае. Дистанционный курс хакасского языка, единственная страничка на русском языке. Тут, в общем, идет реклама о преподавании хакасского языка. Ну, в общем, можно сделать такой сайт и даже можно создать форум. Я сейчас покажу. Такого образца. Я, правда, сделал форум на хакасском языке, опять-таки. Примерно он такой. В общем, можно поставить, если вы хотите, даже форум на Xenforex. Это движок такой. Да, Xenforex. Вот. Подводя итоги, хочу сказать, что необходимость в сайтах, в своих собственных сайтах, она сегодня есть, и неважно, какой вы профессии, творческой или не творческой, так называемой не творческой профессии, все равно сайты – это возможность дополнительного заработка и раскрутки своего собственного бренда. Бренда как специалиста, бренда как человека, допустим, бренда просто как творческого человека. И поэтому назначение сайтов может быть самым разнообразным. Было бы, что называется, желание. Ну и теперь об условиях. Об условиях создания сайта, ну, допустим, я сейчас давайте конкретно. По своему блогу. Самый простой сайт. Я сейчас провожу акцию. Такой самый простой сайт вот такого типа. Я могу сделать по любой договоренности, на любую сумму, то есть по вашему желанию. Я готов на любую сумму пойти и сделать вам такой блог, накидать вам блог. Единственная техническая стоимость сайта, техническая стоимость, это означает сайт, допустим, да, вот покупка доменного имени или имени сайта, в данном случае
site.org.ru. Он стоит в зоне РУ, подчеркиваю, в зоне РУ, 450 рублей на сегодня. Где-то в этой области, да, 500 рублей, 450 рублей, в зависимости от регистратора. И вторая цена – это цена за хостинг. Сайт физически размещается на каком-то, скажем так, если проще говоря, компьютере, да, или иначе называется это сервер или хостинг. Вот за размещение, вот если вы будете мне заказывать, ежемесячная стоимость сайта будет 300 рублей. Но этот сайт, он будет размещаться не на обычном виртуальном хостинге, а на более таком улучшенном хостинге, чем обычный виртуальный. Поэтому цена такая 300 рублей ежемесячно. И если вы согласны со мной работать и заказать мне сайт, допустим, да, то тогда я готов рассмотреть ваше предложение. Если вы в YouTube увидели это видео, то я дам ссылку внизу видео. Если вы увидите где-то в социальных сетях, то можете... У меня есть группа ВКонтакте. Давайте я сейчас покажу вам. Вот у меня группа ВКонтакте, можете сюда заходить и подписываться. Пока тут практически никого нет. Дело в том, что я только-только начинаю рекламировать свои собственные услуги. Ранее как-то серьезно этим не занимался, теперь решил, в общем, свои услуги выдать, что называется, народу, людям. Поэтому можете сюда подписываться и через ВКонтакте можете писать мне свои заказы через личку. Я буду давать бесплатные видеоуроки по тому, как пользоваться сайтом. Ну, допустим, такие. Я могу дать серию видеоуроков по WordPress, то есть о движке, на котором будет сверстан ваш сайт, и покажу, как пошагово наполнить текст, как вставить фотографии, как вставить видео, как оформить ваш сайт, допустим, да. Таким ли образом будет накидано внешнее оформление. Вот, допустим, да, вот разные шаблоны есть. И, в общем, можно будет узнать из видеоуроков, как это все делается. Это все будет бесплатно на видеоуроках. И эти видеоуроки будут размещаться вот в этой группе обучения созданию сайтов и обучения ведению сайтов. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на канал в YouTube. Если вы здесь находитесь где-то в группе ВКонтакте, может быть даже в других группах, подписывайтесь в группу. И если у вас есть желание иметь свой собственный сайт, то добро пожаловать в мир интернета со своим сайтом, со своим личным сайтом. С вами был Сиддей Том. До следующего видео.